Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, кто и почему обвинил мужчину в изнасиловании. Какое изнасилование, господи, мне 80 лет. И как все это связано с его супругой. Камеру не надо? Нет. Почему задержанные за хулиганство мужчины не смогли объяснить мотивы своих поступков? Да ладно, это хороший день. А также многое другое прямо сейчас. Звонок с сообщением об изнасиловании поступил в полицию из квартиры одного из домов на улице Короленко. Женщина сообщила, что надругался над ней хозяин жилища, что все на месте и ждут сотрудников правоохранительных органов. Приехав, стражи порядка поговорили и со звонившей женщиной, и с мужчиной, а заинтересовались как раз заявительницей. Почему, знает Нафиса Минязова. Какое изнасилование, господи, мне 80 лет. Вот по этому телефону она звонила. От всей этой ситуации дядя Миша, как он сам просил его называть, смешно самому, и рассказал, никого не то чтобы насиловать, пальцем трогать желания не было. Тем более, что нет необходимости, жена почти на 50 лет его моложе, ей 33 года. Что удивительно, ну и что? Когда Дева Мария вышла замуж за Иосифа, ему было 80, а ей всего 14. Обвинившая его женщину знает, говорит, давно, и дома у него бывало не раз, она подруга его жены. Вместе сидели. До этого? Да, и у меня жена сидела всего лишь 8 лет. Всего лишь. Как это называется, ну вот кто грабит стариков. Обмануть теперь, видимо, решили его. Открыть дверь среди ночи пришлось. Барышня была настойчива. Она же стучит, в окно стучит. Это же первый этаж у нас. Гостья была не трезва и с порога озвучила. Нужны деньги. Решил, что для продолжения возлияний. Дай денег, иначе я буду в милицию звонить. Я говорю, денег нет и не дам. Никакой дурак тебе в это время не продаст. Продадут. В ответ на отказ подошла к телефону, позвонила в полицию и сообщила об изнасиловании. Супруги мужчины в этот момент дома не было. Она была на работе в ночную смену. Зла, говорит, пенсионер на женщину не держит. Причину, по которой пьет, знает. Но не понимает, как можно оставить близкого человека без помощи. Но у нее беда. Ее матери вторую ногу отрезали. Вторую ногу. Она живет вот тут рядом. Ну, наверное, допила с горя, что ли, кто ее знает. Ну, попробуйте, вот, чтобы матери отрезали ногу и бросила мать, ничего не надо. И все. Я и милиционеров сказал так, и уведите ее обратно домой. Уведите, потому что мать бесхозная, она даже поссать не может. Без поддержки. А там длинный коридор, это типа общежития. Вопросов к мужчине у полицейских не было, а вот женщину они решили доставить в отдел, чтобы разобраться в произошедшем. Камеру не надо? Нет. Машина. Сигарет. Камеру не надо? Все, сигарет брось. Молодец! Нафиса Минязова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Планы мужчины на приятный вечер, скрашенный спиртными напитками, изменила внимательность сотрудников одного из продуктовых магазинов на улице Королева. Они задержали молодого человека, который пытался пронести мимо кассы бутылку крепкого алкоголя. Чем это закончилось, расскажет Айрат Назипов. Сотрудники ДПС, ППС и частных охранных организаций приехали к магазину через считанные минуты после того, как продавцы нажали на тревожную кнопку. Причин для этого, говорят, были. Молодой человек, взявший с прилавка бутылку крепкого алкоголя, не желал за нее платить. Можно знать, что случилось? За что задержали вас? О произошедшем молодой человек рассказывать не хотел. За него все сказали камеры видеонаблюдения. С неоплаченным товаром молодой человек миновал кассу и, как ни в чем не бывало, вышел на улицу. Но далеко уйти не смог. Около входа его задержал охранник магазина. В итоге подозрительного покупателя увезли в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. А в другом магазине мужчина после неудачной попытки пронести мимо кассы спиртные напитки на сумму больше 1200 рублей решил заплатить за них своей кровью. В самом прямом смысле слова. После задержания он попытался порезать сам себя. Его пытались остановить, и в этот момент под горячую руку и острый нож попала сотрудница супермаркета. Мужчине оказали помощь и доставили в отдел полиции. Пострадавшей девушке обработали рану, после чего она продолжила исполнять свои профессиональные обязанности.
Дракой и вмешательством полиции закончились для двух мужских компаний посиделки со спиртным в одном из баров в Казани. Когда сотрудники развлекательного заведения, расположенного по улице Кулагина, заметили, что между гостями назревают кулачные бои, они нажали на тревожную кнопку и вызвали группы быстрого реагирования. Однако и их приезд не утихомирил дебоширов. Рамиль Шайдуллин продолжит. Да ладно, это хороший день. После задержания мужчины выражали свои эмоции как могли. Правда, не всегда членораздельно. Выражать эмоции понятнее мешало состояние сильного опьянения. Сотрудники бара рассказали, пили мужчины много и повздорили еще с одной нетрезвой компанией. Вслед за словесной перепалкой в ход пошли кулаки. Работникам заведения ничего не оставалось, кроме как нажать на тревожную кнопку. После прибытия сотрудников частного охранного предприятия одни из дерущихся мужчин успели удалиться, остальные продолжали дебоширить. Чтобы их утихомирить, охранники вызвали подмогу и надели на мужчин наручники. Только и после этого они не успокаивались. Ты меня вообще задержал? Статья 20.1 хулиганство. На каком? Где ты меня задержал? Я сигареты хотел покупал. Мужчины старались провоцировать охранников на применение физической силы. У них это не вышло. Дебоширов передали в руки прибывшим на место происшествия полицейским. Они были доставлены в отдел для дальнейшего разбирательства. Рамиль Шайдуллин, Нафиса Минязова, вызов 112. 9 человек были спасены из огненного плена в Альметьевске. Накануне очевидцы позвонили по единому номеру вызова экстренных служб 112 и сообщили, что из балкона одного из домов по улице Шевченко валит густой черный дым, и люди просят о помощи. Хозяйка квартиры, в которой произошло возгорание, пытаясь самостоятельно потушить пламя, получила ожоги рук и ног. За считанные минуты огнеборцы прибыли на место происшествия. Установив лестницу, спасатели извлекли из горящей и задымленных квартир 9 человек. Еще 5 смогли эвакуироваться самостоятельно. За 10 минут пожарные справились с огнем. В результате бедствия сгорела кухня площадью 15 квадратных метров. Предварительная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Водитель автомобиля Renault Duster спровоцировал крупную аварию сегодня днем на улице Бондаренко. Он, выезжая на дорогу с территории парковки, не убедился, что никому не создает помех. По главной дороге в этот момент ехала «Лада» 13-й модели. Легковушка на полной скорости врезалась в левый бок внедорожника. После сильного удара Renault откинула на вершину сугроба у дороги, а «Ладу» развернула поперек проезжей части. В результате столкновения пострадал сам предполагаемый виновник происшествия. Приехавшие на место врачи скорой помощи диагностировали у него ушибленную раму теменной области головы. Но от госпитализации мужчина отказался и остался оформлять дорожно-транспортное происшествие. 12 человек, которые, как доказало следствие, в составе преступной группы организовали незаконную миграцию в Россию граждан ближнего зарубежья, выслушали сегодня приговор. По версии следствия, противоправной деятельностью они занимались с октября 2015 по декабрь 2016 годов. Двум организаторам этого бизнеса вердикт вынесли еще в декабре минувшего года. Они пошли на сделку со следствием и все рассказали добровольно, за что и получили более мягкое наказание, чем могли бы. К чему приговорили остальных, знает Илья Хайрудинова. Ваша честь, я признаю вину полностью. Искренне раскаиваюсь. Последним словом подсудимых было раскаяние и признание своей вины. На скамье подсудимых 12 человек. Их обвиняют в организации незаконной миграции в Россию граждан из стран ближнего и дальнего зарубежья. Установлено, что обвиняемые в период с октября 2015 по декабрь 2016 года организовали незаконное пребывание иностранных граждан из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Грузии, Китая и Турции на территории Российской Федерации. Но вскоре полицейские раскрыли криминальный бизнес. Двое из обвиняемых из Подмосковья, один из организаторов и исполнитель, полностью признали свою вину и заключили досудебное соглашение. 6 декабря 2018 года Набережно-Челнинским городским судом им вынесен обвинительный приговор. Тогда суд приговорил каждого из них к условному лишению свободы чуть больше, чем на 2 года. В отношении остальных 12 подсудимых судебное следствие было окончено только в феврале этого года. И сегодня суд вынес вердикт. Каждого приговорили от 2 до 3 лет лишения свободы. Также условно. Илья Хайрудинова, Нафиса Минязова, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.